Добрый день, ребята! Сегодня у нас математика, 5 класс. Урок номер 5. Тема урока – вычитание натуральных чисел. Девиз нашего урока – математика уступает своей крепости лишь сильным и смелым. Конфорович. Сегодня нам предстоит, ребята, выполнить следующее. Вспомнить понятие действия вычитания и свойства вычитания. Решать задачи, в которых используется действие вычитания и свойства вычитания. С вычитанием мы хорошо знакомы. Перед вами пример ромашка. Давайте найдем разность 155 и числа на лепестке. 155 минус 99 равно 56. 155 минус 51 равно 104. 155 минус 146 равно 9. 155 минус 77 равно 78. 155 минус 39 равно 116. 155 минус 118 равно 37. Думаю, ребята, вы не забыли еще, что вычитание – это действие, обратное сложению. Рассмотрим пример. 26 минус 15 равно 11. 26 – это уменьшаемое. 15 – это вычитаемое. 11 – это разность. Давайте рассмотрим пример. Найдите разность. 19 минус 4 равно 15. 22 минус 3 равно 19. 42 минус 30 равно 12. 98 минус 27 равно 71. Итак, ребята, что показывает разность двух чисел? Показывает, насколько одно число больше другого. Что можно сказать, сравнивая уменьшаемое и вычитаемое? Какова разность между уменьшаемым и вычитаемым? Вычитание чисел, ребята, можно изобразить на координатном луче. Посмотрите на первый координатный луч. 7 минус 3 равно 4. Посмотрите на второй координатный луч. 6 минус 4 равно 2. Давайте выполним еще действие на координатном луче. 3 плюс 5 равно 8. 8 минус 5 равно 3. Рассмотрим еще один координатный луч. Мы от 7 отнимаем сумму чисел 3 и 1. 3 и 1 равно 4. 7 минус 4 равно 3. А можно выполнить по-другому. От 7 отнять единицу, а потом от полученной разности отнять 3. 6 минус 3 равно 3. Для того, чтобы вычесть сумму из числа, можно сначала вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из полученной разности второе слагаемое. Следующий пример на координатном луче. 6 плюс 3 минус 2. Смотрим на координатный луч. 6 плюс 3 будет 9. И от 9 отнимем 2, получим 7. Или же этот пример можно решить таким образом. Мы
6 плюс разность чисел 3 и 2, получаем 3 минус 2 равно единице, и 6 плюс 1 равно 7. Или следующим образом. Мы от 6 отнимаем 2 и прибавляем 3. 6 минус 2 равно 4. 4 плюс 3 равно 7. Глядя на эти примеры, какой можно сделать, ребята, вывод? Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из одного слагаемого, а к полученной разности прибавить другое слагаемое. А теперь найдем разность чисел. 1 минус 0 равно 1. 24 минус 0 равно 24. 12 минус 0 равно 12. 71 минус 0 равно 71. И еще один пример мы рассмотрим на координатном луче. Посмотрите внимательно на координатный луч. 5 минус 0 равно 5. И можно сделать вывод: если из числа вычесть 0, число у нас не изменится. Найдем следующие разности. 1 минус 1 равно 0. 24 минус 24 равно 0. 12 минус 12 равно 0. И 71 минус 71 равно 0. Теперь рассмотрим еще один пример на координатном луче. Посмотрите внимательно. 5 минус 5 равно 0. Какой можно сделать вывод? Если из числа вычесть это число, то получится 0. Давайте с вами обобщим свойства вычитания. Итак, первое свойство. Свойство вычитания суммы из числа. 12 минус сумма чисел 3 и 2. 3 плюс 2 равно 5. От 12 минус 5 равно 7. Или от 12 мы отнимаем первое слагаемое, а потом от полученной разности отнимаем второе слагаемое. Получаем 9 минус 2 равно 7. Для того, чтобы вычесть сумму из числа, можно сначала вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из полученной разности второе слагаемое. Второе свойство. Свойство вычитания числа из суммы. Сумма двух чисел 6 и 3 отнимаем 2. Можно решить следующим образом. 6 плюс 3 равно 9 и отнимаем 2 равно 7. Или 6 плюс и разность чисел 3 и 2. 3 минус 2 это единица, 6 плюс 1 равно 7. Или следующим образом. Мы от 6 отнимаем 2 и прибавляем 3. 6 минус 2 это 4, плюс 3 равно 7. Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из одного слагаемого, а к полученной разности прибавить другое слагаемое. Третье свойство. Если из числа вычесть 0, оно не изменится. На примере 8 минус 0 равно 8. То есть при любом А верно равенство. А минус 0 равно А.
Четвертое свойство. Если из числа вычесть это же число, то получим 0. 8 минус 8 равно 0. То есть при любом А верно равенство. А минус А равно 0. Давайте закрепим нашу новую тему. Первый пример. Вычислите, выбирая удобный порядок действия. Сумма двух чисел 6112 и 1596. Отнимаем 496. Видно, что нам лучше всего вычесть от 1596 496 и прибавить 6112. В скобке у нас получится 1100 плюс 6112 и окончательный ответ получаем 7212. Рассмотрим следующий пример. Сумма двух чисел 1823 и 846 отнимаем 1723. Мы заметили, что нам лучше всего отнять от 1823 1723 и прибавить 846. В скобках получится 100 плюс 846, окончательный ответ 946. Следующий пример. От 95 837 отнимаем сумму чисел 95 137 и 198. Мы заметили, что лучше всего отнять от 95 837 95 137 и отнимаем 198. В скобках у нас получится 700, отнимаем 198, окончательный ответ 502. Решим с вами задачу. Наступили каникулы, и группа старшеклассников отправилась в туристический маршрут. В первый день они прошли 41 километр, во второй день на 7 километров меньше, а в третий на 2 километра больше, чем во второй. Какова протяженность этого маршрута? Давайте с вами запишем краткое условие. Итак, в первый день прошли 41 километр, во второй день неизвестно на 7 километров меньше, чем в первый, а в третий день на 2 километра больше, чем во второй день. Вопрос: сколько километров прошли за все 3 дня? Давайте мы с вами составим выражение для этой задачи. Еще раз. Первый день 41 километр. Второй день 41 минус 7. Третий 41 минус 7 плюс 2 километра. И у нас получится выражение. Мы складываем первый и второй, третий день. 41 плюс 41 минус 7 плюс 41 минус 7 плюс 2 у нас получится 111 километров. То есть за 3 дня школьники прошли 111 километров. Рассмотрим с вами геометрическую задачу. Посмотрите внимательно на чертеж. Точка С лежит на отрезке АБ. Найдите длину отрезка АС, если АБ равно 38 сантиметров, а СБ равно
29 сантиметров. Решение. Чтобы найти АС, ребята, нужно от АБ отнять БС. То есть от 38 отнять 29. И получим 9 сантиметров. Рассмотрим следующую задачу. С двух участков земли собрали 96 мешков картофеля. С первого участка собрали 54 мешка. Вопрос. На сколько мешков картофеля меньше собрали со второго участка, чем с первого? Решаем. Первым действием мы узнаем, сколько мешков у нас на втором участке. 96 минус 54 равно 42 мешка. Вторым действием мы ответим на вопрос задачи. На сколько мешков картофеля меньше собрали со второго участка, чем с первого? Мы от 54 отняли 42 и получили разницу 12 мешков. И записали, естественно, ответ на 12 мешков. Следующая геометрическая задача. Периметр четырехугольника ABCD равен 100 сантиметров. Длина стороны АБ равна 41 сантиметр. Сторона BC короче стороны АБ на 18 сантиметров, но длиннее CD на 6 сантиметров. Найдите длину стороны АД. Запишем краткое условие. Периметр равен 100 сантиметров, АБ равно 41 сантиметр, BC меньше АБ на 18 сантиметров, BC больше CD на 6 сантиметров. Найти АД. Первым действием, ребята, мы находим сторону BC. Мы от 41 отнимаем 18, получили 23 сантиметра. Вторым действием находим сторону CD. От 23 отнимаем 6, получили 17 сантиметров. И далее третьим действием находим сторону АД. Так как у нас периметр известен 100, известны три стороны, две из них, которые мы с вами только что нашли, подставляем и получаем 100 минус сумма чисел 41, 23 и 17, получили 19 сантиметров, составляет длина стороны АД. И записали ответ. Ребята, подведем итоги. Какое действие называется вычитанием? Это действие, с помощью которого по сумме и одному из слагаемых находят другое слагаемое. Как называются числа при вычитании? Уменьшаемое, вычитаемое и разность. Какое число называется уменьшаемым? Это число, из которого вычитают. Какое число называют вычитаемым? Это число, которое вычитают. Какое число называется разностью? Это результат вычитания. Как узнать, насколько одно число больше другого? Нужно найти их разность. А давайте мы с вами вспомним теперь основные свойства вычитания, которые мы прошли сегодня на уроке. Первое свойство. Свойство вычитания суммы из числа. Для того, чтобы вычесть сумму из числа, можно сначала вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из полученной разности
второе слагаемое. Второе свойство. Свойство вычитания числа из суммы. Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из одного слагаемого, а к полученной разности прибавить другое слагаемое. Третье свойство. При любом А верно равенство. А минус 0 равно А. Четвертое. При любом А верно равенство. А минус А равно 0. Ребята, наш урок подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам за урок.